Всех вас видеть в этот замечательный день, праздник. Этот праздник, который сегодня единение народа, он настолько нужен в нашем государстве, когда в России более 170 национальностей, и мы все должны жить в мире, в согласии, любить друг друга, уважать. Для этого был создан Карамбарлиги Общественный совет крымско-татарского народа. Ровно 4 года прошло, вроде бы как 1 час. Сегодня у нас маленький юбилей, 4 года назад в этом зале состоялось собрание, на котором представители крымско-татарского народа, общественные организации создали Общественный совет крымско-татарского народа. Сегодня этот коллегиальный орган объединил вокруг себя более 20 крымско-татарских общественных организаций. День единства народов Российской Федерации. И мое сердце переполняет радость, что именно в День единства всех народов был создан Общественный совет крымско-татарского народа, который представляет наш народ в единой семье братских народов Российской Федерации. Очень много уделяем внимания развитию спорта. В прошлом году и в этом лично нами, Рустемом Немитулаевым, сделано 2 спортивных зала, где дети занимаются абсолютно бесплатно, всех национальностей. Это в Симферополе, Субхи и Зуе. Я считаю, что каждый из нас чуть будет вкладывать свой личный вклад в то, что мы делаем. Это будет хорошо, особенно для наших детей и для пожилого населения. Это было в 2014 году, 30 ноября. По приглашению Карамбарлига первая иностранная делегация чартерным рейсом прибыла в Симферополь. Мы ее встречали. И в автосалоне Mitsubishi мы приняли вместе с вами мост дружбы между Турцией и Российской Федерацией. И это наше решение 1 декабря легло на стол нашему президенту Эрдогану в Анкаре, где те вопросы, которые поднимали наши недруги с Киева, было сказано, так у них все нормально, принимают такие решения, встречают гостей, провожают. Это было все сделано вместе с вами. Без вас и этого не было. Приближается 2019 год, когда будут проходить выборы, местные советы, городские советы, республиканские советы. Вот мы здесь все сидящие, от нас всех зависит, как мы будем дальше жить, в каких структурах власти пройдут наши депутаты. Наших депутатов было более 1500. Ну, когда пошли звонки с Киева, что мы не имеем права участвовать в выборах и не должны идти, и тот, кто идет, это враг, что мы добились? Нету наших депутатов сегодня во власти Крыма. А как без депутатского корпуса можно решать те вопросы, о которых я сейчас перед вами говорил? О земле, о языке, о топонимике, о гражданстве. Все же связано именно с депутатского корпуса, который на местах принимает решения, голосует. Особенно молодежь. Если мы с вами не будем участвовать в структурах власти, будущего у нас нету. Теперь о соборной мечети. Да, о ней очень много говорят, но о ней не сказать, понимаете, невозможно сегодня. Это радость нашей души, когда проезжаем, видим, что же купола стоят. Мы вместе с вами помним, как каждая семья, говорит, даже по кирпичику люди свозили, давали деньги. Наша семья, мы дали лично $10 000, было написано, я спрашиваю, где эта запись? Никто ничего не видит. Благодаря лично под патронатом нашего президента Владимира Владимировича Путина, это будет сооружение одно из культовых, где каждый мусульманин, кто хочет помолиться Аллаху, там могут и другие заходить молиться, это не запрещено. Вот, возьмем Евпаторию, мечеть 1552 года. Сколько лет уже? Также и это будет стоять. Нас не будет. Но история, она, знаете, никуда не уходит. На наших глазах строится такое сооружение только благодаря Российской
интеграции. Теперь, я тоже работаю главой администрации. Все время о Керченском мосту разговоры шли, что немцы начинали строить, ее смыло, или кто-то. Сегодня стоит красивейшее сооружение. Я могу повториться и неоднократно говорил, может через 10 лет, может через 20. Этот мост будет называться именем Путина Владимира Владимировича. Другого не дано. Только благодаря его поставленной задаче он сегодня стоит. Но мы также надеемся сегодня, что вот я смотрю в магазинах, в супермаркетах, цена немножко должна упасть. Вроде паромной переправы нет, лишних затрат нету. Я думаю, что будет все хорошо. Теперь дорога Таврида. 24 часа сказать мало, все 25 часов в сутки люди работают. Вся техника работает. Миллионы кубометров земли перевернуто, делают дорогу. Мы тоже на ней будем с вами ездить. Наши дети, правнуки будут ездить. Дорогу, мост и мечеть никто с собой никуда не унесет. Это достояние народа, это достояние Крыма. Теперь мы вместе с вами смотрим телевизор, но, к сожалению, многие наши еще смотрят АТР, который несет негатив. Я и вчера смотрел. Если кто смотрели, видели, как на той неделе нашу собственность, которую мы хотели там продать и выдать зарплату, Аскеры, Ленура Ислямова наглую 2-3 раза не дают нам реализовать и условия поставили. 50% денег, если нам дадите, мы вам разрешим. Это самый большой грех в жизни. Человек, ни один из нас на чужую собственность не имеет права претендовать и тем более думать об этом. И очень большой грех, когда мы на кого-то наговариваем необоснованно. Никогда не делайте этого, пока в этом не убеждены. Знаете как, человек рождается и один день по-любому уходит из этой жизни. Мы понимаем, когда человеку 80 лет, 75, 90. Но то, что случилось в Керчи, это преступление, которого объяснения нет. Вот у меня сейчас стою перед вами, аж на голове волосы дыбом встают. Наши дети, молодые, 18-летние и учителя. Все мы должны быть внимательны, если где-то в аэропорту, на вокзалах, в школах видим что-то ненормальное, предупреждайте родителей. Вы предупреждаете те структуры, которые должны быть. Хотя и время прошло, но оно еще не забыто. Давайте минутой молчания почтим тех, кого с нами нету, и молодые дети ушли.